Всем добрый день. Хотел бы поделиться своим опытом. Давно уже хотел приобрести себе якутский нож. Погуляв по сайтам, нашел там сайт якутские ножи. Все, сделал заявочку, со мной связалась менеджер, уточнила все эти вопросы, сталь, левша, правша и так далее. В общем, все заказал, выслали мне нож. Пришел довольно быстро. Я пришел, получает минут за 5 до закрытия почты, поэтому особо рассматривать не было там. Все, я его забрал, приезжаю домой. И первым моим разочарованием было это, когда я его вытащил и вставил в ножны. И он мне показал вот что. Видите, да? То есть, ладно, думаю. Я с ними связался. Вот он сам нож получается. С ними связался. Уточнил. Вот так и так, как так на картинке же. Там на фотографиях было все по-другому. Вот он, видите, какой сертификат, бумажка непонятная, там отсвеченная. Завернуто был в газету непонятную какую-то. Соответственно, она мне отвечает. А что вы хотели? В якутском ноже самое главное это клинок. Это дол, односторонняя заточка, линза. Все. Нужно, что нужно? Можно новый поменять, купить. Я думаю, ладно, хорошо. Спасибо, говорю, за подарок вам огромный. Все, пообщался, думаю, ладно уж, что сам, как говорится, виноват. И тут на сайте где-то тоже нашел, где очень хороший человек, дай бог ему здоровья, сказал такую фразу, что настоящий якутский нож должен быть изготовлен в Якутии якутским мастером. Я так принял к сведению, опять погулял по сайту, и нашел, получается, сайт Бардыка УЗ Эдуарда Варделина. Связался с ним по WhatsApp, списались, он мне спросил, есть ли у него наличие ножи на данный момент, он мне скидывает на второй день 3 экземпляра, получается. Я маленечко, конечно, там не знал, какой выбрать, но все-таки определился. И вот, все, мы с ним договорились, он мне отправил, и вот приходит такой вот экземплярчик. Честно скажу, как только я его распаковывал, уже упаковку, конечно, и тот нож, когда я распаковывал, небо и земля. Коробочка цивильная, сертификат, синяя печать, все как положено. И вот, достав ножик, я уже сразу в него влюбился. То есть, вот можете посмотреть, как выполнена эта работа. Просто. Вот, ножны какие. Вот он. Рукоять, нож сам, клеймо мастера стоит. Нож в руке сидит достаточно хорошо, прям великолепно. Честно скажу, я дня 2 его из рук вообще не выпускал. То есть я настолько был им увлечен, как будто получил какую-то дорогую игрушку ребенок в детстве, который никогда не видел хороших вещей. Что хочу сказать по данному экземпляру. Я согласен с тем человеком, который сказал, я тоже сам могу сказать, что да, действительно настоящий якутский нож должен изготовить человек, который там родился, который, как говорится, чтит память своих предков, занимается этим ремеслом серьезным. То есть, на самом деле, да, видно, что в этот экземпляр вложена душа. Очень достойный нож. Скоро я его обязательно испробую. Поеду на охоту, на рыбалку, поэтому. И вот они, просто даже для сравнения. Посмотрите. Конечно, никакую рекламу не хочу делать, это сугубо мое мнение. Но делайте выводы, конечно, сами. Но я вот для себя сделал вывод, что да, если заказывать якутский нож, то только, в моем случае, у Эдуарда, потому что лучше я вещей реально не видел. Поэтому делайте выводы сами.
цена, в принципе, между ними вообще небольшая, а качество, соответственно. Да, может быть, здесь они там говорят сталь, да, Х12МФ, как бы, возможно, да. Но, тем не менее, нож должен греть душу, получается, и он должен сразу, ну, на данный момент, конечно, ну, будет у меня еще такой нож, ничего страшного. Но вот качество, конечно, я за качество. Лучше переплатить лишнюю денежку, но зато будете владеть вот таким красавчиком, который просто, ну, просто огонь. Поэтому хочу отнести дань уважения человеку, который его изготовил. Просто, ну, реально видно, что вложена душа. Поэтому всем спасибо. Делайте выводы сами. Я для себя уже выбор сделал. Всего доброго. До свидания.